Здравствуйте, мои дорогие, любимые, с вами снова канал Элайф. И сегодня у нас замечательное гадание онлайн на Таро и Оракулах на замечательную тему. Какие перемены на пороге? Мы с вами посмотрим, какие события, перемены в жизни у вас на пороге. И у нас с вами будут участвовать 4 колоды. Первая колода – это Таро кристальных единорогов. Вторая колода – это Ленорман Пикси. Третья колода – это 10 ступеней Дзен. Четвертая колода – это путешественник, именно божественный астральный путешественник. Да? Итак, давайте уберем последние 3 колоды. И на Таро кристальных единорогов будем выкладывать 4 позиции. Сначала по одной карте. Какие перемены у вас на пороге? И пока я выкладываю карты, я напоминаю, что видео всегда актуально в момент вашего просмотра, даже если записано много лет назад, а также, что вы можете записаться на индивидуальные расклады, консультации и ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram, я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены, и мы с вами обязательно поработаем. Итак, давайте выкладывать наши позиции, наши обозначения, да? Они у меня волшебные сегодня. Итак, первая позиция у нас вот такая вот великолепная брошка. Вторая позиция вот такая вот. Красивейшая, да, красивейшая. Я когда увидела, я влюбилась сразу. Так, третья позиция вот такая. Шикарно. Я даже их иногда боюсь трогать. Мне кажется, что вот, не дай бог, одно неверное движение, да? Так, и какую же выбрать четвертую? Ну, давайте вот эта четвертая позиция будет. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции, а эти откладываем в сторону. Какие перемены у вас на пороге? И начинаем мы с этой первой позиции. Такая вот очень крутая. Смотрю на нее каждый раз просто восхищаюсь. Итак, смотрим ваши перемены в жизни. Рыцарь мечей. Кстати, перемена у вас наступит совершенно внезапно. Вы этого не ожидаете. Вы не ожидаете этих перемен. Вот совершенно. Между прочим, эта карта, она показывает внезапность. Вот всегда она показывает именно, что что-то происходит неожиданно. Совершенно неожиданно. Выпад какой-то, может быть, со стороны человека, мужчины. Это может быть вполне вот такой резкий выпад, выброс энергии. И, конечно же, вот, может быть чье-то нестандартное поведение, может быть чей-то нестандартный поступок, может быть вообще какое-то резкое событие, которое, вы не ожидали, что это будет. Давайте посмотрим, что это. Потому что тут надо разворачивать сразу же, конечно. Так, мы видим 7 жезлов. 7 жезлов, опять же, показывает вашу внезапную победу, да, потому что все-таки мы видим всегда участника сопротивления, но который взобрался на гору и может дать отпор целым 6 жезлам. Конечно же, это карта победителя, она показывает, что вы внезапно одержите над кем-то победу или над чем-то. Может быть, вы как раз в последнее время сражались с какой-то трудностью, проблемой, может быть, с каким-то человеком. И тут идет резкий поворот, разворот этого события. То есть вы подошли к кульминации, когда этого совершенно не ждали. Вы даже, может быть, подошли к своей победе совершенно неожиданно для себя самого или самой. Понимаете? То есть именно и ваша победа здесь празднуется, да? Смотрим дальше. Победа усилиями. Именно ценой больших усилий затраченных. То есть вы опять же потратите, конечно, на эту победу очень много энергии. Мы здесь видим 10 мечей. Какие перемены на пороге? Скоро что-то закончится. Опять же, может быть, эта борьба и закончится, да? Давайте еще развернем. Еще развернем. 6 жезлов.
Но опять же, да, вот этот трудный путь. Вот пошел человек в поход военный, да, военный пошел в поход, он руководил отрядом, и тут вот они возвращаются с лавровыми венками, они победили, они одержали эту победу, они смогли. Это было трудно, это был трудный бой, там, да, там захват, может быть, какой-то территории, может быть, это был захват позиций, там, да, оборонительных или еще что-то. Но сам факт, что человек взял этот отряд, сходил, вернулся, отряд живой, а они победители, да. И здесь обошлось, может быть, без таких-то больших потерь. И вот у вас оканчивается в жизни период борьбы, это совершенно точно. И вы выйдете неожиданно для себя из этого периода борьбы настоящим победителем. Вы оглянетесь потом назад, и вы скажете, ну, я даже не ожидала или не ожидала, что будет вот эта победа. Я никогда в жизни не мог или не могла подумать об этом. Понимаете? Вот такое у нас гадание онлайн сегодня. Давайте посмотрим дальше. Что скажет Ленорман Пикси про вашу историю? Какие перемены на пороге? Луна. Будет что-то очень загадочное и интересное. Вот опять же, да, мы видим загадочность, мы видим неожиданные события, мы видим то, что происходит в темноте, под светом Луны часто, да. Ну, конечно, Луна связана часто именно с тайнами. То есть, когда вот какие перемены на пороге, вы узнаете какую-то тайну, вы разгадаете чью-то тайну, или кто-то вам расскажет тайну, которую вы не ожидали услышать о человеке, о каком-то. Но этот человек, естественно, важен для вас каким-то образом, да. То есть этот человек вам интересен. Про кого-то, кто нам не очень интересен, может и тайны слушать неинтересно. А бывают такие люди, про которых нам все интересно, да. То есть вы знаете таких людей совершенно точно. И, конечно, Луна показывает, что вы узнаете тайну. Но еще иногда Луна может показывать, ну вот как у человека вырвалось бессознательное. Вы знаете, есть такие, там говорят, оговорочка по Фрейду или еще что-то. Ну, то есть, реально, человек бессознательно может сказать что-то, выдать себя. Вот, допустим, представим, что в вас кто-то влюблен. Вот представим это, да, или испытывает просто чувства какие-то там, притяжение, любовь, там, симпатию. И вы просто, допустим, ну, общаетесь как друзья или коллеги по работе. И тут человек раз и оговаривается в чем-то, да, и вы начинаете понимать, я знаю твою тайну. Я вижу, что ты проговорился, это было неожиданно для меня по Луне, но я увидела твое бессознательное или увидел. То есть, понимаете, вот у вас может такая история произойти. Какие перемены на пороге? Перемены именно во взаимоотношениях с каким-то человеком, который проговорится, который скажет то, что вы не ожидали услышать, и то, что он сам не ожидал сказать. Понимаете? Хорошо, смотрим дальше. Я здесь вижу карту «Дом». Какие перемены на пороге, связанные с недвижимостью, с домом? Может быть, это покупка недвижимости, может быть, переезд в новую недвижимость, да? Ну, карта, конечно, показывает иногда сделки с имуществом, оформление разных там документов, допустим, какие-то справки, сборы справок там, да, и так далее. То есть у каждого своя история. Какие перемены именно связаны с имуществом, с вашим домом. Но иногда карта «Дом» показывает семью, дом, ваш род, ваши родовые каналы. Может быть, перемены идут в вашей семье родителей, да, или там у сестер, братьев. Вы это узнаете, это же по роду с вами связано. То есть там какие-то события происходят интересные, новые, радостные. Вы узнаете об этом, естественно, вы радуетесь вместе с ними. Какие-то у них перемены идут, это влияет на вашу жизнь, соответственно, да. Иногда карта показывает, вот эта вот карта «Дом», что у человека все в жизни хорошо, стабильно, он счастливый человек, у него в семье все благополучно. Карта здоровья, карта поддержания родовой энергии вашего здоровья физического, да, и психического в том числе. Поэтому я так могу сказать, что вот карта показывает стабильность, улучшение жизни в будущем. Потому что явно у вас была какая-то нестабильная обстановка в последнее время. Хорошо, смотрим следующую карту. Какие еще перемены на пороге? Ну, клевер, видите, вы идете к удаче, к счастью, к большому счастью, видите. То есть клевер, он никогда не бывает просто так. Это одна из самых счастливых карт, и она говорит о том, что у вас скоро будет успех. Вообще клевер это двойка, да, то есть это может быть какой-то парный успех, совместный успех с кем-то. Карта очень хорошая, счастливая и прекрасная, и светлая. Иногда она показывает, что в вашу жизнь придет человек,
такой светленький, да, светлый человек, который улыбается, который такой позитивный, умеет шутить. Простой человек, вот простой, как вот 3 рубля, но при этом очень полезный, добрый. Он как будто бы лечит сам собой. Вот вы общаетесь с человеком, да, а он лечит своей энергетикой, лечит своим общением с вами. Смотрим 10 ступеней дзен. Какие перемены на пороге? Какие перемены? У нас гадание онлайн идет, да, сострадание. Ну, кто-то проявит, возможно, к вам сострадание. Или потребуется ситуация, когда вы к кому-то проявили сострадание. Я считаю, что это прекрасно. Что к вам, если проявят, что вы проявите. Вот как будто птичка из клетки выпорхнула, видите? И стал человек более свободным, более счастливым. Так, смотрим наш путешественник, что скажет. Трансформация, видите, птица Феникс, я бы даже так сказала. Свежий новый путь. У вас в жизни все меняется. У вас в жизни все как будто бы, ну вот как с нуля начинается, да? Какой-то новый путь открывается, у вас будет полная трансформация. Вы, как человек, изменитесь, вы станете более интересны. Вы знаете, даже сами себя заинтересуете в том плане, что некоторые перемены в себе вас очень сильно поразят. И, естественно, эта карта может показывать новую работу, новую учебу, новый дом. Вот, может быть, сделки с недвижимостью – это ваш переезд в новый дом, да? Новые какие-то отношения, дружбу, новый я, который изменился или изменилась. Но вообще карты очень хорошие у вас выпали, поэтому переживать вам не о чем. Какая-то борьба заканчивается, вы победитель. В скором времени, да? Да еще и кто-то о чем-то вам расскажет. А еще у вас будут сделки с недвижимостью, большая удача, все будет хорошо. Ну, вот такая позиция номер 1. Вот такое у нас гадание было онлайн, красивое. И эта штука невероятно красивая брошка. А мы идем к позиции номер 2. Какие перемены у вас на пороге? Не менее красивое украшение, не менее красивая брошка. Давайте смотреть, какие перемены на пороге. Итак, наш канал Life, 7 мечей видим, да? Вот такое у нас гадание онлайн сегодня на Таро. 7 мечей. Ну, естественно, какие перемены на пороге? Что вы куда-то соберетесь, тайком сбежать, да? Вот это ваш побег. Вы прячетесь, вы не хотите рассказывать о своих планах. Вы хотите что-то изменить в своей жизни, вы хотите совершить какой-то шаг, но не рассказывать об этом. И правильно делаете, нельзя рассказывать заранее. Сделайте, потом расскажете людям. Вот смотрите, вы тайком будете, ну не знаю, может быть, поздно ночью или вечером собираться и куда-то, может быть, ехать или куда-то идти, осуществлять свой план. И вам, ну, не нужны, наверное, помощники, а вам нужно это сделать. И карты говорят, что все получится. Давайте посмотрим следующую карту. У вас секретики идут от людей, секретики, правильно. Так, колесница, вы поедете, видите? Может быть, даже в одиночестве, может быть, с кем-то вы сбежите от всего этого мира и куда-то уедете. Вот самое интересное. Может быть, вы давно уже купили путевки куда-то один в одного, да, или с кем-то, с этим человеком. Но в любом случае ехать куда-то придется. Может быть, это для вас будет неожиданность, неожиданная дорога, да? Какие перемены на пороге? Неожиданная дорога. Дорога среди ночи и тайком. Или дорога, может быть, в подарок от кого-то, а про кого рассказывать нельзя. Ну, вот всякое тут может быть. В любом случае, с этой дорогой какая-то тайна связана. Хорошо, смотрим дальше. Смотрим дальше. Ой, карты у меня даже запутались, потому что вы начинаете, видимо, переживать. Как же так? Какая дорога, да? 5 кубков. 5 кубков показывает, что в жизни у вас были какие-то разочарования совсем недавно. Из-за чего-то вы расстраивались. Из-за чего-то вы переживали. Смотрим, чем это развернется, обернется. Звездой, надеждой. Видите, ваши переживания, они все сменятся на звезду, на счастье. На то, что какая-то мечта сбудется. Может быть, вы расстраивались, что не можете поехать. И тут неожиданно подворачивается этот невероятный шанс, чтобы вы поехали.
Звезда ведь показывает поездки, перелеты, да, особенно перелеты, общение с иностранцами. Она часто показывает, что просто сбылась мечта у человека. Человек стал более известным, популярным, хотя уже отчаялся и, может быть, не думал о славе. Ну, а также просто, что, допустим, у вас будут успехи в каком-то деле, связанном с искусством, с талантом, развитием таланта вашего и так далее. То есть получается, что, может быть, вы будете развивать в скором времени свой талант, свои дары какие-то, какие жизнь вам предоставила, да. Ну и, соответственно, с этим связано у вас вот, ну, все самое лучшее, светлое, а вы расстраивались из-за чего-то совсем недавно и не видели всего вот этого хорошего, этой перспективы. А тут эта перспектива раз и проглядывается. Может быть, кто-то даже будет вам писать письма, пытаться на расстоянии познакомиться с вами. Может быть, создастся ваш фан-клуб или еще что-то такое. А вообще звезда, она часто просто означает, вот человек мечтал о чем-то, думал, ну когда же это сбудется, когда, а оно все не сбывалось. И он начал разочаровываться, не видя хорошего вокруг себя ничего. И тут пришла его звезда, пришел его звездный час. И наконец-то эта мечта сбылась. Хорошо, смотрим теперь Ленорман Пикси. Гадание у нас онлайн идет. Теперь нужно на Ленорман, да? Итак, какие перемены на пороге? Письмо. Вам придет какое-то письмо. Вы его не ожидали. Это известие очень важное для вас. Возможно, это бумаги. Деловые бывают бумаги, да? А бывает это любовное письмо. Почему нет? Известие от дорогого человека, от родственников, что угодно. Но это резкая новость, неожиданная для вас. Она придет в тот день, когда вы ее не ждете, в тот час, когда вы ее не ждете. Вы не задумывались, допустим, что это может быть. И даже если сейчас попытаетесь там, взять, угадать, да, не получается, потому что вот как бы вы ни пытались угадать, оно будет по-своему, по-другому. Так, мы здесь видим Мишу. Все-таки для женщины это письмо от сильного мужчины, который является медведем, да, то есть представителем, может быть, власти. Ну, не в том, что ей там судебное письмо пришло, нет, конечно. Просто этот человек, он может быть как ее партнером, так и кем-то, который стоит у руля, да, или там работает в государственном учреждении, или начальник какой-то большой, или хозяин бизнеса. То есть от вам идет женщине письмо от любимого мужчины. Но у этого любимого мужчины есть характер, есть лидерские качества, да. Это сильный человек или просто большой медведь. То есть размеры показываются. То есть большой мужчина. Но бывает для мужчины, допустим, если сказать, то карта может показать, что это письмо от мужчины, какие-то бумаги деловые от мужчины. Тоже вариант такой возможен. Хорошо. Кораблик, опять же, поездка. Ехать вам куда-то и все тут. Вот как ни крути, у вас идет, вот после этого письма все равно вы поедете. Может, вы документы какие-то получите и поедете куда-то. Едете. Все равно вот перемены на пороге именно связанные с дорогой. И просто переход куда-то, да. То есть из одного состояния в другое, с одной работы на другую, там, да, или из одного увлечения в жизни в другое. Всяко тут может быть, но чаще всего это дорога, именно дорога. Хорошо, смотрим 10 ступеней дзен, что расскажут для вас. Прям интересно стало. У вас только выпало прям и колесница, и семерка мечей, и звезда, и корабль. Так интересно. Неразборчивость. Сначала у вас выпала карта неразборчивость. Сначала вы не будете понимать, как вам поступить в ближайшем будущем, что вам делать, да? Вы будете пытаться пить из лужи, как говорят, не понимая, что это лужа. То есть сначала вы пожелаете себе чего-то меньшего или не будете знать, что вы достойны большего. Но потом у вас идет обнаружение. Вы поймете, каково это быть достойным, каково это чувствовать себя достойным. Да? И, соответственно, ваша самооценка поднимется, и вы получите действительно все то, что вы в жизни на самом деле заслуживаете и хотели. Причем вот это как найти драгоценность такую на дне морском, раковину жемчужиной, да? Вот так же и у вас будет, что вы найдете вот эту вот как клад какой-то, да? И вы поймете, насколько силен ваш потенциал, насколько вы достойны большего в этой жизни. Так, смотрим оракул.
Но здесь мы видим, что человек все-таки должен иметь, ну, не знаю, какие-то, может быть, жизненные правила, может быть, нужно подумать над линией своего поведения, проанализировать какую-то вот свою жизненную ситуацию, хорошо представить, как он будет в жизни сейчас действовать. Почему? Потому что эта карта показывает заземление, да? Нужно углубиться в себя, нужно исследовать, может быть, свои корни, да, то есть родовые каналы, как бы поступали, может быть, какие-то любимые вами люди, которые уже умершие в прошлом из родственников. Может быть, стоит даже выйти на связь и посоветоваться в какой-то жизненной ситуации. То есть вот, или что бы сказала там моя бабушка, да, что бы сказала моя там, не знаю, там тетя. То есть те, кто уже ушли, ну, ваша родня, ваши корни, они могут подсказки вам делать. Если вы просто их даже себе представите и задумаетесь вот в этой ситуации жизни, как бы этот человек поступил. Может быть, стоит поступить так же, то есть выработать план действий, стратегию. Именно четко знать, как ты будешь действовать сейчас. Ну вот такая у нас позиция номер 2. Очень интересная и прям разнообразная, но с явным постоянным намеком на дорогу. Хорошо. А мы перейдем к гаданию онлайн на позиции номер 3. Или для позиции номер 3, да? Какие перемены на пороге? У нас канал L-Life о нашей жизни. И все о нашей жизни мы здесь рассказываем. Хорошо. 8 мечей. Какие перемены на пороге? Пора меняться, да? Пора меняться. Вы чувствовали себя как в тюрьме. Вы чувствовали свои ограничения. Вы думали, что на вас давят обстоятельства жизни, что на вас давит обстановка, может быть, какие-то трудности, люди. Но на самом деле все ограничения, которые у вас есть, они внутри вас. Вы их сами себе поставили как установки. Соответственно, у вас идут перемены в жизни на пороге, именно связанные с внутренним самовосприятием. Вы все эти ограничения будете из себя убирать, снимать и понимать, что никаких ограничений нет. Как бы на вас ни пытались давить люди, как бы на вас ни пыталась давить окружающая действительность, вы можете ведь и не сдаваться, вы можете ведь меняться, вы можете брать себя в руки и что-то делать каждую минуту и каждую секунду. Хорошо, вы это поймете. Дальше что? Будет Луна. Луна – это выход бессознательного на поверхность. Да? И, естественно, она говорит о том, что в скором времени вы, возможно, увлечетесь интуицией, развитием интуиции, эзотерикой, развитием ясновидения, яснознания, может, какой-то духовной практикой. Но самое главное, что вы будете делать, это вытаскивать из своего подсознания свои психологические травмы. Может быть, разбирать их со специалистом или самостоятельно. Но сам факт, что вы хотите избавиться от того, что гложет вас изнутри. И ведь у вас пойдут успехи, вы начнете избавляться от своих внутренних ограничений и от того, что съедает вас изнутри, делает из вас человека пассивного, делает из вас человека со знаком минус. Естественно, также вы попытаетесь отпустить свои детские психологические травмы, переживания. Может быть, переживания от неудавшихся отношений или от отсутствия, как вам кажется, самореализации. Хорошо, смотрим дальше. Что же еще там у вас на пороге, да? 10 кубков, прекрасная карта. Вы обретете гармонию внутри себя. Вы поймете, что ваша семья рядом с вами. Это может быть семья из родственников состоящая, может быть из любимых людей и ваших детей. Ну, допустим, рядом любимый муж, любимая подруга, ваши 3 детей, например, да, или еще кто-то. То есть те, кого вы считаете своей семьей. Это может быть даже ваша звездная космическая семья, ваши проводники, ваши ангелы. Но вы почувствуете это единство. Вы почувствуете внутреннюю гармонию в скором будущем. Мало того, у вашей действительно семьи, родственников, знакомых, детей, мужа, жены будет все хорошо в скором времени. А еще эта карта показывает и финансовое благополучие. Ну, в любом случае, вы все объединитесь, обниметесь, будете праздновать, может быть, что-то. Вообще радуга вот на этой карте, она всегда восходит когда? После дождя, да? Были какие-то проблемы в жизни, но теперь трудности позади.
Хорошо. Карта Иерофант показывает, что вы встретитесь в скором времени с очень авторитетным человеком, специалистом в каком-то вопросе, бескорыстным человеком, который сможет дать вам, может быть, какое-то разъяснение, консультацию, научить чему-то, может быть, научить духовные практики или, может быть, молитве, да, в религии. Но почему нет? Может, вы со священником поговорите. Карта добрая и хорошая. В первую очередь она показывает, что человек дает вам направление к вере, к тому, чтобы найти Бога в себе, да, и попытаться настроить свои мысли на позитивный лад. А может быть, это консультация у настоящего вот такого вот прям там юриста, врача, там, да, или какого-то специалиста по БТИ. Но в любом случае этот человек не проявит к вам корысть. И он разъяснит все спокойно и уверенно. И, естественно, это принесет положительные перемены в вашей жизни. Ну и также, если смотреть сочетание, сначала в личной жизни человек не знает, что у него происходит. Он запутался. А потом наступает период благоденствия и, может быть, даже свадьба. Вот знаки показывают на картах свадьбу. Хорошо, смотрим теперь Ленорман Пикси. У нас же идет гадание онлайн. Теперь на Ленорман. Какие перемены на пороге? Ну, здесь у нас выпала карта гроб. Гроб показывает не чью-то смерть. Она показывает, что чему-то приходит в жизни конец. Что-то отмирает и уходит. Вам нужно с чем-то или с кем-то попрощаться. Это важно. Уметь отпускать какие-то, может быть, моменты в жизни. Да? Давайте посмотрим, а что? С чем это заканчивается тут? Со змеей. Какая-то змея подколодная, дама треф, уходит из вашей жизни. Часто это соперница, злая женщина, враг. Женщина-враг, которая желала зла, да? Там, не знаю, плохая соседка, например, соперница в любви. Или женщина, которая хотела подсидеть вас на работе. Понимаете, гадина какая-то подколодная. Вот эта змея уходит из вашей жизни, отмирает связь с этой змеей. У вас уходит враг. Это очень хорошо, очень хорошо. Так, дальше. Вышла карта кольцо, и вы получите предложение руки и сердца или какой-то подарок, знак внимания. Вот такие перемены на пороге. Кольцо прекрасное здесь, оно похоже, знаете, как смесь кольца и туз пентаклей, да, это же Ленорман Пикси. Ну и, соответственно, это очень хорошая карта. Она говорит о том, что, может быть, будет у вас какой-то союз прекрасный с кем-то, по работе, не обязательно в личной жизни. Но чаще всего, конечно, это в личной жизни или подарок от любимого человека, или предложение, да, предложение, или брак. Хорошо, смотрим теперь наши 10 ступеней дзен. Самоуверенность. Вы приобретете, наконец-то, в жизни уверенность в себе. А ведь вы уже не верили в себя. Вот это видно было по картам. Вы себя прям гнобили. А на самом деле вы скоро разберетесь во всем этом. И у вас появится уверенность в себе. Самоуверенность четко показывает, что вы будете знать, что Бог есть. Что будете знать, что есть ваши ангелы-хранители. И общаться с ними постоянно. Будете на связи. Хорошо, смотрим оракул нашего путешественника. Ага, интересная какая карта. Она показывает, что вам нужно заглянуть за горизонт и посмотреть вдаль, и исследовать свой горизонт. У вас там маячат какие-то перспективы в жизни, а вы даже этого и не знали, да? Вы должны посмотреть вперед, а не вниз. Вот вы, скорее всего, уже таким были человеком, вот который реально смотрел только вниз, а вам нужно расширить свой горизонт, вам нужно посмотреть, какие там есть перспективы, вам нужно, может быть, даже позволить себе иметь гораздо больше, чем вы себе даже вот в голове просто позволяли. Вы не знали, что вы можете иметь больше. И, естественно, вам нужно взять и расширить себя, свои границы. И понять, что вы можете все, абсолютно все, что вы победитель по жизни. Ну, вот такая позиция номер 3. А мы идем с вами к позиции номер 4. Так, давайте уберем. Позиция номер 4. Вот такая красивейшая. Так, смотрим, какие перемены у вас на пороге. Перемены на пороге. Ух ты, какая хорошая карта. Двоечка кубков вам выпала.
Смотрите, какие тут два прекрасных обнимающихся единорога. Такие красивые, мальчик и девочка, да? Ну, перемены на пороге у вас связаны явно с союзом, чаще всего в личной жизни. Рядом будет любимый человек, может быть, вы одиночка, и вы обретете свою вторую половинку. А может быть такое, что вы помиритесь с каким-то своим любимым человеком, или он будет с вами, о чем вы мечтали, или вы помиритесь наконец-то, да, улучшите ваши взаимоотношения. Карта замечательная, она исполняет желания. Она говорит о том, что у человека внутри-то и то равновесие и гармония, счастье такое, радость. У вас будет какое-то радостное событие в скором времени. Так, какие еще перемены на пороге? 7 кубков. Ну вот, если это начало отношений, то, конечно, с 2 кубков эта карта показывает период конфетно-букетный, да, когда люди превозносят друг друга, они придают друг другу новые, совершенно незаслуженные качества характера, восхищаются друг другом, говорят друг другу комплименты, там, не знаю, делают приятные мелочи, дарят цветы, подарки, что-то пишут, такие, вы знаете, влюбленные, воздушные, веселые, и не знают, что же им выбрать дальше, да, что еще сделать для второго человека. Конечно, это окрыленность любовью, больше-то всего. Но если вдруг у вас там рутинный брак уже 40 лет и так далее, карты могут здесь показывать просто, что идет какая-то немножечко странная ситуация в личной жизни, когда кто-то вами заинтересовался, или ваш муж снова дарит вам цветы, и вы не понимаете, что происходит. Смотрим следующую карту. 9 пентаклей. У вас будут скоро большие деньги. Какие перемены на пороге, связанные с богатством? Птичка вам на хвосте принесла, что скоро будут большие деньги. Да? Будут новости, связанные с деньгами. Будут какие-то выплаты, может быть, а может быть подарки очень богатые. Ну, для тех, кто работает, явно вы заработаете гораздо больше, чем раньше. Или вам дадут премию, или у вас, может быть, свой бизнес будет приносить больший доход. Но также 9 пентаклей показывает, между прочим, и духовное развитие. Когда у человека есть определенная зона комфорта, в принципе, дома все есть, еда есть, и он начинает пытаться хотеть чего-то большего, развиваться, да? Он начинает читать книги, у него появляются увлечения. И, естественно, он хочет не просто листать Инстаграм по вечерам, он хочет именно развития. Он хочет чтения, он хочет курсы какие-нибудь посетить, семинары, вебинары. Да? Так, королева жезлов, прекрасная карта. Она показывает для женщины очень сильный скачок в развитии. То есть, когда женщина делает сама себя, да? Она может основать свой бизнес, она может заняться чем угодно интересным, она может создать свой имидж, может обновить гардероб в скором времени, у нее хватает на это денег по 9 пентаклей, сходить в салон красоты, прихорошиться, воткнуть ботокс и так далее. То есть что угодно такое вот связано именно с прихорашиванием. Королева жезлов настоящая ведьма. Она бывает молодой многие годы после того, как ее должны уже признать старой, но нет, она не сдается. Она ходит молодая, и все удивляются, а как же так? Вы что, себя где-то в криокамере заморозили? Хорошо, смотрим дальше. Гадание онлайн у нас идет. Теперь уже на Ленорман. Какие перемены на пороге? Ребенок. Ну, ребенок — это показываются перемены, связанные с детьми. Может быть, у вас появится новость о том, что скоро внук родится. А может быть, это ваш ребенок. Да? Новости от вашего ребенка. Или вы беременны, забеременеете. Может быть, ваша жена беременная будет. Но бывает просто ребенок — это начало новой жизни, нового проекта, новые свежие прекрасные идеи. Новая жизнь, просто новая жизнь. Ребенок показывает, что в вашу жизнь несется свежий ветер. Вы вздохнете полной грудью, вы ощутите свободу, вы ощутите свое новое жизненное приключение во всей своей красе. И, естественно, вам будет легко, интересно и радостно. Как ребенку. Вот, может быть, вы даже подружитесь со своим внутренним ребенком, сделаете себе психологические консультации, разборы, да. Так, тучки. Будут небольшие проблемки, связанные с ребенком. Ну, вы знаете, такое бывает, что наши дети, например, там, учиться не хотят, да, или еще что-то. Придется решить этот вопрос, конечно.
Ну и также там, ну, например, ребенок жалуется на что-то, разберитесь со сверстниками, там, да, у меня проблемы в отношениях в классе, ну, придется разбираться. Хорошо. И книга, видите, книга. Не разбирайся просто так еще, а учись, да, учись. Ну, смотрите, книга — это действительно обучение. Вот какие перемены на пороге, вы будете что-то познавать. Вот тут еще полотно жрицы у нас мы видим, да. Будете что-то узнавать интересное и очень углубленно изучать в этой книге. Читать будете. Ну, и я, причем говорила по 9 пентаклей, что вам на пороге действительно, может быть, судьбой предрешено почитать чего-нибудь интересного, поразвиваться, да, и книга об этом же говорит. Но также это работа с бумагами, решение бумажных дел, получение новостей, раскрытие чьих-то тайн. Соответственно, проблемки могут вытекать из того, что вы узнаете чью-то тайну. Но это маленькие проблемки, они быстро решатся. Как тучи набегают на небосвод, солнце потом выглядывает, тучкам уже нет места, да, и они разошлись. Ну, давайте посмотрим 10 ступеней дзен, что скажут в нашем гадании онлайн. Собранность. Вот видите, вы будете ощущать собранность. Вы сможете пройти над пропастью по этому канату. Вы рискнете, но вы же соберетесь, у вас все получится. Вы будете победителем, самым настоящим. А еще и повысите свой профессионализм в скором времени. Так, оракул путешественника что скажет? Путешествие сердца. Ух ты, как интересно. Любовь течет через вас и к вам. То есть получается, что это путешествие по сердцу, это может быть настоящее путешествие, то есть вы в скором времени можете поехать куда-то, но вы в этом путешествии наполнитесь любовью, да? Либо это действительно путешествие вашего сердца, и вы наполнитесь просто силой любви, вы наполнитесь энергией любви, не только к кому-то, да, а еще к Богу, к Вселенной, к людям. Вы проникнетесь любовью, вот все ваше существо наполнится любовью. Вы ощутите внутреннюю гармонию, счастье, радость. Вы поймете, что такое улыбаться. И вы знаете, иногда у человека все есть, а улыбаться он не умеет. Вы можете этому научиться. Вы можете научиться простым радостям ежедневным в жизни. Вот каким-то самым обыкновенным. Ну там, не знаю, даже вот какой-то маленький вам что-то, да, такой сувенир дали, а вы этому радуетесь, потому что уже не в деньгах счастье, уже не в чем-то материальном, да. А главное, чтобы это было от души. Ну, вот такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Alive. И также на канал Гадания, заговоры, ритуалы Карина и Школа Таро Альвиен. Это еще 2 моих канала. Ну и, конечно же, пишите ваши комментарии, ваши отзывы об этом видео. И обязательно смотрите главную страницу канала. Там есть все равно и самые популярные видео. И на Школе Таро тоже у нас есть плейлисты, там есть все темы. Поэтому обязательно смотрите все. Всем пока и до новых встреч.